Давайте послушаем еще одну песню в вашем исполнении. Правда, это даже не песня, а дуэт. Внимание на экран. Любимый, что случилось, объясни. Ах, объяснение. Зачем мне? Но ты меня так преданно любил. Да-да, прости. Об этом я забыл. Слова любви ты часто повторял. Да, я их, должно быть, растерял. Но ты за мной о будущем мечтал. Прости, должно быть, я устал. Вы помните, когда была эта съемка? Да, я помню. Ты в меня так верил. Но вся страна была в полной уверенности, что вы должны пожениться, вы муж и жена, и... Все время спрашивали, вы муж и жена, вы муж. Я сказала, а почему вы? А жаль, что вы не жена. Я сказала, чудная у него жена, хорошая семья. Мы очень близки, очень дружили. Не надо оправдываться, Надя. Что было, то было. Да, что было, то было. Фильм был на экранах. Не надо. Не надо. А как, кстати, сейчас Вахтанг поживает? Как Вахтанг поживает, мы сейчас узнаем. Он не дает интервью, скажем так часто, но для сегодняшнего вечера он сделал исключение. Да, и давайте послушаем, что он рассказал о советском прошлом. Внимание. Когда меня спросили, вот как вы хотели стать певцом там или актером, я мечтал стать художником почему-то. Но не хватило таланта, наверное. Смотришь и завидуешь. Самая любимая вещь это в подвале лежит у меня, это спиннинг. Я вообще заядлый рыбак. И как только вылезает такая возможность, я куда-нибудь уезжаю, на озеро, на реку. И ловлю рыб. Ну, маленьких, небольших. Обычно рыбак играет вот такую рыбу. Хороший отдых. Это, наверное, половина того, что есть. Но это вещи грузинские орден. Золотой Святой Георгий. Россия, это тоже Украина. Международный орден Николая Чудотворца. ჩემი სიმღერა ებმა მასწავლეს ჩიტების ტვენა ასე მგონია ამ სიმღერებით ავიდგიენა. В первую очередь вспоминается вот этот очень некрасивый наш советский герб. Серп и молот, который я очень не любил. Уж на меня не обижаются приверженцы коммунизма, но этот рисунок сам был очень некрасивый. Я туда исходя, нас нигде не любили из-за этого. Была такая сборная команда артистов. И мы после концерта сидели в номере, пили чай в гостинице. И вдруг начался страшный крик на улице. Тоже выскочили на улицу, оказывается, передали, что убили Кеннеди. И был такой испуг в городе. И она очень испугалась, а я вцепился, чтобы ее успокоить. Но и так и не отпустил потом. На всю жизнь. Алло. Ларису Ивановну хочу. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Были тогда худсоветы. Надо было все выносить на худсовет. Тогда композитор был композитором, поэт был поэтом. Худсовет говорил, что это можно, это нельзя. Конечно, много запретов было, но какое-то качество было. Я вообще считаю, что искусство должно что-то нести обязательно. Нельзя, чтобы когда человек уходит со сцены, да, из концерта, со спектакля, он должен думать о чем-то, что-то он должен с собой уносить. Вот этого нет.
что говорит Чито Маргарита. Я обожаю русский народ. Я очень скучаю без российских слушателей. Очень. Как часто вы видитесь? Очень часто. Очень часто. И мы вместе тоже выступаем. На рыбалку? Нет, рыбалки нет. Он так часто там бывает. Он может неделю побыть там. Это очень важно для него. И для нас всех. Мы радуемся, что он дышит свежим воздухом. Потому что очень много курит. Это ужасно. Ну что-то, как вы считаете, может заставить его приехать в Россию? Вы знаете, в чем дело? Это я ничего не могу сказать про него, но должно быть немножко, чтобы время прошло. Вот подождите немножко, и он приедет к вам. Между прочим, я сейчас очень открываю себя и очень откровенно с вами говорю. Его так здесь любят, его знают, его Он знает, женщины что, боготворят. конечно. Конечно. Он отказывается, конечно, грустно, хочется Знаете, видеть. ничего этого хорошее Валерия долго не длится, и плохое тоже, не дай бог, чтобы долго продлится. проходит, и это Все пройдет. проходит, и мы опять-таки будем вместе. Это точно, Дай я Бог. знаю это, и так и должно быть. Давайте послушаем о планах Вахтанга Кикабидзе на Новый год. Внимание. Ну, я думаю, во всех нормальных домах новогодняя традиция начинается с того, что начинают ставить елку. Сейчас мои маленькие здесь, младшее поколение, уже ждут, когда мы поставим, но мы в Грузии немного ближе к Новому году начинаем ставить елку, уже готовим, наверное. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вином наполнялся бокал. В детстве мне всегда говорили, что вот когда я засну, придет Дед Мороз, принесет мне игрушки, какие-то сладости. Мое поколение без отцов выросло. И когда я просыпался, я первым делом лез в ботинок, чтобы посмотреть, что-нибудь принесли, а у меня там ничего никогда не лежало. Потом, когда я повзрослел немного, я понял, что это отец должен был приносить, которого не было, который был на фронте и погиб в 42-м. Поэтому еще одно пожелание, чтобы дети, чтобы всегда рядом с детьми были бы живые родители. Это очень важно. Я хочу, чтобы звонкий, счастливый, всюду слышался смех детворы, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Раз уж мне выпала такая возможность обратиться к телезрителю, я всех поздравляю с наступающим 2013 годом. Пожелать счастья, радости. Есть одна такая древняя кавказская притча. Я ее иногда вместо тоста говорю. В одном горном селении пастух пасет овец. И в небе появился вдруг красавец-орел, и одного барашка утащил в небеса, и один меткий стрелок из лука выстрелил, попал прямо в сердце орла. Тот выпустил барана и упал в глубокое ущелье и погиб. А баран полетел дальше. Вот я желаю, чтобы орли не падали, а бараны не летали. Пусть голова моя седа, не только грусть, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела прикасться, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. А если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года, мое богатство, когда-нибудь наверняка подымет детская рука,
мои года, мое богатство. Еще раз